В свои 87 он по-прежнему уверенно вступает в сражение на поле боя. На шахматной доске все решают анализ, стратегия, ну и, конечно, вера в победу. Все как на войне, страшные реалии, которые ему тоже довелось познать. Александр Филиппович Грошенко, единственный в республике настоящий сын полка, повидавший все и дошедший до Берлина в 12 лет. Его судьба по своему драматизму и трагичности не уступает сюжетам известных фильмов, а порой впечатляет гораздо больше. Ведь в правде жизни и смерти на войне нет художественных прикрас. Никому за не охота умирать. И ради чего, собственно, умирать. Солдат нас ведь не за награды. Он знал за свою родину, за свою семью, чтобы они были в благополучии. Поэтому он и сражался геройски. Пока мы настраиваем свет и звук для записи этого интервью, Александр Филиппович слушает свою любимую песню «Букет цветов из Ниццы» Салтанат Ахметовой. И видно, как музыка накрывает ветерана волной воспоминаний. О чем думаете, когда слушаете? Хочется обнять всех людей и сказать им: мир – это прекрасно, живите дружно в мире. Когда началась война, ему было всего 8. Отец ушел на фронт и пропал без вести почти сразу, в 41-м. Через год Ростов-на-Дону, где они жили, попал под сильнейшую бомбежку. Второклассника Сашу ранило в ногу. Суматоха в госпитале и эвакуация разлучили его с матерью и сестренкой. Всю войну он будет думать, что они погибли, что он остался совсем один. Я не знал до 47-го года, где они и что с ними. Беженцев стремились увезти куда-то на восток. Первую попавшую машину, там телегу, возили из больницы в больницу. После выписки из госпиталя Саша примкнул к стайке таких же, как он, беспризорных мальчишек, которые шли в сторону фронта в поисках пропитания. Именно тогда, по счастливой случайности, ему и довелось стать воспитанником гаубичного артиллерийского полка. Остатки воинского формирования, разбитые в Курской битве, направлялись на пополнение. Машина командира полка заглохла у небольшого озера. И у них забахлил двигатель, закипела воды. Я, как шустрый, начерпали там котелки и водителю. Водитель, он был до тех пор, я помню, Андрей Бабиков. И он уговорил командира полка: давайте, говорит, возьмем его, этого пацаненка. И вот меня подобрал голодного, холодного, как волчонка, грязного. Сашу зачислили по приказу в отделение разведки на официальное довольствие. В 1944 году заново сформированный полк вступил в боевые действия на территории Западной Украины. Именно разведка стала коньком сына полка, ведь мальчишке было легче остаться незамеченным. Его, подобно главному герою фильма «Иваново детство», отправляли в оккупированные немцами деревни, чтобы оценить силы противника. Ну сами же говорили, разведка самое главное. Сами же говорили, душа фронта, разведка. Пацан быстрее пройдет, и его не так заметно, и все, он там, таких пацанов, как говорится, везде полно. В Западной Украине полицеи, они полицейские тоже знают в деревне, скажем, всех жителей. Вот. Вызывают, я притворяюсь немым, что ничего не знаю, не мычишь только как не говоришь. Ну, пендель даст и отпускает. Придешь, там скажет, там столько танков, там столько, там все есть. Около деревни на карандаш, и все, молодец. Но случались и осечки. Однажды Саша подошел слишком близко к немецким орудиям и попался на глаза солдату противника. А немец кричит: ком. Ну, подошел, он, дескать, все шляется здесь, это, близко. Сапогом мне пинул, я, наверное, часов 5 лежал, не мог очухаться от его сапога. Потом уже очухался, еле дополз на нейтральную полосу. Надо его в тыл отправлять. Не детское это дело война.
После этого случая Сашу не отправили в тыл, но в разведку больше не пускали. Он помогал обслуживать артиллерийские орудия, бегал посыльным, доставлял документы. Вспоминает, о нем действительно заботились, а начальник штаба даже хотел усыновить его после войны, но получил тяжелое ранение. Ну, они, конечно, все любили меня, старались как-то, если обстрел идет, так, Сашок, давай-ка спрячься. Не бойся, они кончат скоро. Я и не боюсь. Я тогда, знаете, недопонимал, что меня могут убить или ранить. Как-то проходило мимо моего сознания. Но смертей я видел очень много, конечно. И раненые, и убитые. Хоронили, аж когда вовсе могилу. А вот остался жив. Выходит, судьба подарила мне жить. Все они понимали, что каждый день может быть последним, но не впадали в отчаяние. Даже на войне люди старались жить привычной жизнью. Дружили, любили, по вечерам пели песни и подшивали воротнички. За то, чтобы он вернулся. А вот фронтовые 100 грамм, в отличие от киношного персонажа, 12-летнему Сашке были не положены. Мне, конечно, старшина не давал. Он вместо этого 100 грамм сахара мне отдавал. Ну, я попробовал вино уже в Берлине только. Вместе со своим полком Александр Филиппович дошел до Берлина, и там случился инцидент, после которого подростка представили к награде. Он спас от гибели своих сослуживцев, в одиночку обезвредив немецкого диверсанта. Пока советские бойцы были заняты орудиями, он заметил, как по одной из берлинских улиц вдоль стены к ним крадется человек. Я к нему «Хендехох», несколько слов знал по-немецки. Он: «Сынок, я свой. Верите, у меня душа в пятки, наверное, ушла. Думаю, откуда? Тут в Германии, да еще по-русски». И он от меня все дальше хочет. И я тогда из автомата очередь по ногам. Он упал, у него был фаус-патрон под палаткой. Хотел весь этот боевой расчет уничтожить вместе с пушкой. Подошли, думаю, сейчас меня всыпят за то, что я отлучился. Ну, а они меня качать. Еще один эпизод врезался в память Александру Филипповичу, как по улицам Берлина вели пленных фашистов, и глазами он встретился с таким же, как он, немецким подростком. В третьем ряду пацаненок все такой же ростом, белобрысый, волосы, так, как у девчонки, на бок. У него крест на груди был. И вот наши глаза впились прямо друг к другу. Я думаю, за что же он получил этот крест, наверное, нас танк подбил. Вот я все время думаю, как судьба этого пацана, думаю, это сложилось. После взятия Берлина, вспоминает ветеран Рейхстага, был жуткий ажиотаж. Всем хотелось посмотреть на логово Гитлера. Полк Александра Филипповича расположился в 300 метрах от канцелярии. Но в первый день к ней было не протолкнуться. Решили отложить до завтра. А на утро по приказу их срочно отправили в Прагу. Так и не дошел до Рейхстага 300 метров, сокрушается ветеран. Спустя много лет он съездил в Берлин еще раз и все-таки осуществил задуманное. Увидел это здание, на стенах которого, кстати, до сих пор сохранились автографы советских солдат, ставшей для некоторых посетителей своеобразной капсулой времени. Наступил день, когда пожилой мужчина вдруг начал искать свое имя на стене. И я показала ему северный вестибюль, потому что там большинство подписей. А сама побежала в офис, чтобы взять информационные папки. И когда я вернулась, я увидела, что он нашел свое имя и показывал его своим спутникам. Лишь в 1947 году Александр Филиппович встретился с матерью и сестрой, которые чудом сумели его отыскать. Закончил Ивановское военное училище, женился. Судьба подарила ему жизнь на войне, но не уберегла от трагедии в мирное время. В 7-летнем возрасте его любимая дочь Наташа погибла под колесами трамвая. Для нее было куплено это пианино, которое ветеран хранит до сих пор. Позже на нем играли его сыновья. Вспоминает, однажды, еще в годы войны, он обманул других солдат, что якобы умеет играть на
баяне, а потом испытывал за это чувство стыда. И уже тогда пообещал себе, что обязательно познакомит с музыкой своих детей. С тех пор она стоит, это пианино, как память. Младший говорит, ну давай, говорит, ее выкинем. Я говорю, ты что, миленький? Вот вместе, когда я умру, тогда что хочешь делай. Переехав в Башкирию на родину матери, он освоил профессию энергетика, работал на предприятиях жизнеобеспечения города. Сегодня вместе с нами Александр Филиппович приходит на ТЭЦ-2, которая снабжает теплом и энергией практически всю Уфу. На проходной, как и раньше, представляется просто Филиппыч. Филиппыч, меня просто звали. У меня отец здесь 40 лет проработал. Как фамилия? Ахмалединов отец. Ахмалединов. Это он в Котельном, да? В Котельном, да. Ну, А сколько вы здесь не были? 20 точно не было. Ну, здесь вообще вся красота стала. Вот, кубки. Как жизнь молодая, Филиппович? Как все, бренчите орденами-то? Да не бренчу. Попросили, а так бы я одеваю только 2 раза. На 9 и на 23 февраля. Одну из 3 полосатых труб, хорошо известных уфимцам, строил как раз Александр Филиппович. В должности старшего инженера курировал ее возведение в 80-м году. С бывшими коллегами они вспоминают, как работать приходилось даже по ночам. Это самый главный мой мучитель. Ночь-полночь меня будет. Ага, вставай, Филиппович, на работу. Ночной директор я был, ночной директор. Он приходит, Филиппович на работу. Эта дымовая труба как раз связана с тем, что последние 3 котла построили. Было 9, еще 3 построили, сейчас 12. При возведении этой 180-метровой конструкции случился интересный курьез, рассказывает ветеран. Перед сдачей объекта на самом верху заметили надпись, которую краской нанесли монтажники. «Жизнь – это мгновение». Вот она, эта труба, где было написано «Жизнь – это мгновение». Большими такими, знаете, сантиметров 30-40, наверное, буквы надо во всю трубу. И когда стали сдавать трубу в эксплуатацию, ну, партийные боссы заметили, и срочно это убрать. А убрать они уже там это все оборудование свое убрали. Пришлось идти к ним на поклон, монтажникам, за счет горючего материала, который идет внутрь, урегулировать этот вопрос. Он вырос на войне и почти через 9 десятилетий пронес веру в главные ценности – семью, любовь, человеческую доброту. И если жизнь – это и правда мгновение, то его стоит прожить в мире. Самое главное – жить в мире и дружбе. Без войны, под мирным небом. Чтобы не слышать этих канонад, орудийных выстрелов. Чтобы жили люди на земле, трудились и процветали свою родину.